Здравствуйте, дорогие наши телезрители и подписчики! Вы смотрите нашу традиционную программу «Народная кухня». Сегодня мы в гостях у Исмаила Мамутова, шеф-повара вот этого замечательного заведения. И сегодня он нам расскажет о секретах уйгурской кухни. Исмаил? Здравствуйте, хуш капсля. Это что означает? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ну что, Исмаил, начнем? Да. Сперва, что мы будем делать? Сегодня мы будем готовить традиционное уйгурское блюдо лагман. С чего начнем? Так, мы начнем для лапши мы подготовили муку, соль и вода. Ни яиц, ничего больше не нужно, ни масла растительного. Просто замешаем. Так. Так, немножко соли. И в однородную массу замешаем, чтобы тесто у нас было упругое. Упругое для чего? Для того, чтобы она тянулась и не рвалась. И когда наша лапша будет готова, мы будем ее отбивать, чтобы она была упруже. Вот. И само тесто, когда замешиваешь, ее надо прям рвать вот такими кусками. Ага. Исмаил, расскажите о себе, да, сколько вы здесь в Якутии, как вам Якутия и вообще как вам Якутск? Как вам якутяне? Меня вот зовут Исмаил, я приехал 5 лет назад сюда, в Якутск, я сам из Саратова. Приехал сюда, меня друг позвал, говорит, что здесь замечательный народ, но ни разу не пожалел, когда приехал сюда. Единственное, холодно очень сильно, но у местных жителей, именно здесь, местных жителей Якутска, сердца горячие. И встретились хорошие люди. Ни разу никогда не видел плохого. Что запомнилось больше всего? Холод, понятное дело, да? Когда ты приземлился, ты зимой сюда приехал? Да. Больше всего запомнилась мне печень, когда первый раз попробовал сырую. Для меня это было удивление. Ну, было очень вкусно, мне понравилось. И после этого каждый раз уже, как можно сказать, как местный житель употребляю сейчас. Смотри, Исмаил, да, вопрос, да, получается, мы уже все, да, заканчиваем? Да, заканчиваем. Затем мы закрываем пленочкой и убираем в холодильник, чтобы тесто отдохнуло на минут 40. Есть. Все. И потом уже дальше продолжим тесто. Хорошо, на 40 минут мы уходим. Одно из самых почитаемых древних блюд уйгуров – самса. Это пирожки с начинкой из фарша, лука, овощей, тыквы и фруктов. Очень популярное и любимое у этого народа блюдо лагман. Состоит оно из длинной лапши и специально приготовленной подливы. Называют лагман блюдом любви. В зависимости от времени года лагман делится на 4 вида, которые отличаются ингредиентами подливы. Ну что, Исмаил, 40 минут прошло? Ага, тесто наше готово, отдохнуло. Сейчас мы будем нарезать на такие произвольные колбаски. Раскатаем и будем улаживать. У нас лапша готовится не по стандарту, как обычно. Я сейчас вам покажу, как мы ее в рулетики превращать. Затем она должна еще отдохнуть немножко. Хорошо. Немножко отдохнуть это сколько? Ну, минут 10-15. Хорошо, 15 минут еще. Так, смотрите, вот. Ага. Прибор специально для пиццерезка. Да, так. Затем раскатываем. Даже тоньше мизинца будет у нас лапша, потому что многие говорят, что это китайское блюдо. Вот так, да? Да. Они крутят вверх. Но на самом деле у китайцев она немножко лапша другая, а у уйгуров лапша другая. Мы сами, как бы сказать, произошли рядом с Китаем, как бы граница у нас автономия. Да. Вот. И у вас население в Китае, если не ошибаюсь, около 12 миллионов человек. 12 миллионов, но большинство обитает в Средней Азии, в Турции, ну и в Европе. В России нас очень мало. Вот. Затем мы берем тарелочку, маслом тарелочку смазываем и вот таким темпом мы заворачиваем. Это уже один готовый. Да, но мы сейчас его полностью тарелочку сделаем. А мы закручиваем полностью, вот так соединяем? Да. Давайте-ка я попробую. У меня сейчас готово. Хорошо, давайте вот отсюда муку возьмем. Вы свой язык хорошо знаете? Да, свой язык хорошо знаем. Он похож на какой язык, интересно? Он тюркоязычный? Тюркоязычный, да. Бирик, киюстет, бесалта, вот это все тоже верно. есть. Баскетболом, вольной борьбой, чем увлекаешься еще? На самом деле, я спортом не занимаюсь, я собираю раритетные модельки машин. Опа, вот, это интересно. А расскажи самую любимую модель. Самая любимая модель — это машина Сталина. ЗИЛ вроде бы, да, но у меня, он этот, как лимузин,
Потом у меня единственный, не то, что у меня единственный, я его прям с трудом достал. Прошло 15 минут, вот наше тесто уже почти полуготовое, лапша готова. Сейчас мы ее будем растягивать еще тоньше, и затем уже у нас лапша будет почти готова. Хорошо, поехали. Да, я Сюда. учился на повара. Ага. И Что побудило больше всего? Родителей? Сам? было училище профессиональное, 102-е училище, и я учился на повара. Вот, и отучился 3 года. Затем я практиковался в Москве долгое время. Вот, работал в Москве. В Саратове не работал, потому что я не хотел в своем городе. Ну как хотел, Ну да. вершины, горы покорить. Вот, а затем приехал сюда уже. Вот. И в России я был во многих городах, но Якутск мне понравился тем, что здесь, можно сказать, на слабо город берет. То есть, ну-ка, То интересненько. есть, то бишь, сможешь ты выдержать этот мороз или нет? Не в плане, не в качестве людей, там люди очень здесь хорошие, добрые, а в плане того, что здесь холод нереальный. Я думал, то, что здесь погода, температура как в космосе. Вот, лапша наша растягивается. У нас еще есть поверье такое, то, что чем длиннее лапша в лагмане, тем у хозяинов дома, кто делает лапшу, у тех жизнь будет счастливая, длинная, и всегда будет, ну, они будут хорошо. Это когда молодожены у нас женятся, и невеста в первый же день делает лагман, и свекровь проверяет на длинность лапши, как сделала. По традиции. Да-да-да. Круто. Вот. Ну, в основном у нас уйгуры, мужчины, они славятся по кухне. Много известных поваров. Но есть еще и певцы. Был такой певец Мурат Насыров, слышали? Конечно. Вот, конечно. он тоже был, как сказать, нашим. Вот мы лапшу растянули. Ага. И обязательно нужно побить ее, Почему? чтобы вся влага, сама вода вышла отсюда, чтобы нам удобнее было ее варить. Так, ну что, побьем, да, лапшу? Ага. Влага, чтобы ушла. Можно сильнее немножко. Еще сильнее, Да, что ли? конечно. Вот так. Увлекся, да? Красота-то, а? Расскажите Вот так. еще о себе. Сколько у вас получается в роду? Семья Нас большая, маленькая? маленькая, я и сестра. Сестра, она закончила в Урумчи в Китае хореографический. Она сейчас преподаватель народных наших танцев. Всем привет! Я Разыкова Тахмина, родная сестренка Исмаила. Я 7 лет занимаюсь танцами, но особое внимание уделяла уйгурским танцам, их истории, культуре. В 2012 году я ездила в Китай, город Урумчи, чтобы обучиться народному уйгурскому танцу. Допа олицетворяет ремесло, красоту уйгурского народа. Çiğge koymu yaraşkan, ellerini heyran karatkan, ay bilen özün talaşkan, kızgın taksi dokka. Çiğge koymu yaraşkan, ellerini heyran karatkan, ay bilen özün talaşkan, kızgın taksi dokka. Я хочу купить настоящие унты якутские. отвезти Мечта купить якутские унты. Вот. Круто. И национальный убор, вот серьги вроде и серебра. Маме и сестре да, подарить. Да, подарить именно вот своим близким, потому что это для нас это роскошь такая. И если унты привезут, то моя мама будет, наверное, первая модница в деревне. Опа, как вскипело, это хорошо. Ага. О, как, смотрите, а. Сразу лапша превращается в лапшу, а. Смотрите, секунды. Все, вот наша лапша отварилась сейчас, пока она отдохнет. Мы сейчас сделаем основу, подлив для лагмана. Возьмем мякоть баранины. Слайсом надо вот так, видите? Не просто напрямую, а вот под углом. Разрезаем ровно пополам.
Посыпаем ее прям. Мясо немножко должно у нас прожариться. Вау, вот это да! Красота. Добавляем лук примерно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Вместо томатной пасты. Затем холодную воду немножко. Все. Все, наше мясо протушилось. Само тесто уже, когда разложили по тарелкам. О, прекрасно. Разлаживаем сам лагман. Ну что, дорогие наши телезрители и подписчики, смотрите, это готовый уже настоящий уйгурский лагман. Так. И вот эта приправа дает свое, да. В это время еще и чаем запить. Что, лагман попробуем? Пальчики оближешь. Супер. Как правильно называется, если не ошибаюсь? Чапан называется. Чапан. Да, у нас одевается он на мероприятие, там, когда делают маленьким детям обрезание, либо там свадьбы. Вот. А старейшина обязательно одевает этот чапан, тюбетейку, допа называется. Допа. Допа, да, вот здесь видите, как миндаль. Это как означает начало жизни, конца жизни. Вот. Видите, бадат называется. Миндаль. Тоже рисунок означает, ну, не просто так рисунок там. Вот. И цветные тюбетейки допа, они разделяются тем, то, что вот с какого региона человек. Вот, например, это дедушкиного моего, и он был с самого Урумчи. Уйгуры – тюркоязычный народ, живущий на северо-западе Китая и исповедующий ислам. Часть уйгуров также проживает в Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Традиционные занятия уйгуров – торговля, земледелие, различные виды ремесел и животноводство. В Китайской Народной Республике проживает около 12 миллионов уйгуров. Ну, хочу благодарность сказать в первую очередь вашей программе, потому что я действительно не ожидал, то, что я просто так на эмоциях написал, почему мою национальность не снимают, и тут вы сразу на следующий день мне позвонили. То есть мне Артур Эдуардович, директор, мне позвонил, сказал, вот тебя хотят снять. А у меня было плохое настроение, ну, немножко по работе. И он, когда мне сказал, я прям, знаете, как выше звезд поднялся, уже ходил, можно сказать, говорил, все, я звезда, сейчас меня будут снимать. Вот, такой молодой Брэд Питт, да, как говорится. и очень огромное спасибо вашей программе. Я не ожидал, что вы приедете сегодня, когда вы приехали, когда я вас увидел, не поверил своим глазам, потому что, ну, бывает, снимает передача мы именно о работе, а именно о моей национальности нету такого. Вот, затем я позвонил своему старейшему, который здесь находится, он говорит, я не могу приехать, Курманову зовут, привет огромный, увидит. И он дал мне чапан этот, говорит, встреть гостя как нужно, как полагается в наших уйгурских традициях. Вот, спасибо вам, что пришли. И огромное спасибо я хочу передать, то есть поблагодарить землю якутскую, потому что самая добрая земля, потому что здесь холодно, но у людей, у местных жителей сердце теплое. Где бы я ни был, куда бы я ни пошел, всегда меня встречают с улыбкой. На самом деле сейчас без всякого вранья, потому что ко мне здесь, у меня много товарищей, у меня друг здесь появился, Влад, тоже огромнейший привет ему, он как брат мне, можно сказать. Вот такой момент хочу сказать. Классно, спасибо вам огромное. Классно. Тебе большое спасибо, вам Исмаил, спасибо. Да. Спасибо большое. Тамах явши пьян. Вот. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита, дорогие. Всем добра. До свидания.